Я приветствую вас, Марк. Рад приветствовать, Роман, рад приветствовать. Вот хочется посмотреть на ситуацию под вашим углом, с вашего ракурса, что называется, такого более северного, скажем. И все-таки узнать подробности, что же ввела Россия под маркой ОДКБ в Казахстан? Ну, вот сейчас по прошествии уже какого-то времени, может быть, пока небольшого, может быть, яснее станет дальше, ну, на мой взгляд, это была сложная, из разных компонентов, но спецоперация со стороны России. Это не отрицает того, что изначально, конечно, возмущение, протесты, они готовились, они, видимо, несмотря на повод вот с этими ценами на газ, они все-таки подспудно зрели, но Москва, безусловно, ситуацию в своей части контролировала. И я думаю, что ничем другим, кроме как вводом войск, это кончиться не могло. Вот. ОДКБ, это, считай, Россия, ничего другого там больше нет. Ну почему же? Там еще белорусы и армяне. Да. Но что касается Беларуси, вся армия Беларуси это 40-50 тысяч, ну около 50 тысяч, да. Вели они очень небольшое соединение. Что касается Армении, это вообще какое-то опереточное, показательное количество. Вот, безусловно, решает все Россия. И дело в том, что в отличие от всех остальных, именно Россия имеет цели и интересы к контролю за Казахстаном. В пределе присоединения Казахстана к союзному государству, ну или какому-то фантомному образованию неосоветского образца. И поэтому сейчас я вот послушал заявление о том, что Токаев, пресс-секретарь его, заявил, что якобы через неделю необходимость отпадет в присутствии войск ОДКБ. Это очень смешно звучит. Представьте себе, что Россия просто так вот возьмет и уйдет оттуда через неделю. Я даже больше чем уверен, что ему сказали так. Ты скажи, чтобы успокоить население, что ничего страшного, что это временно и так далее. Думаю, что сами же из Москвы ему посоветовали такое прогнать всем остальным. Ваш прогноз, насколько будет велика, скажем так, интеграция России в Казахстан, ну, если так говорить откровенно, оккупация? Вы знаете, любая, какие позволят обстоятельства. Да? То есть, если есть сюда сделать ее просто областью или там несколькими областями территории Российской Федерации, субъект Федерации, это бы сделали бы уже вчера. Но, конечно, они не хотят напряжения дополнительного, потому что нужно медленно вобрать в себя это пространство. Ведь смотрите, чем отличается от Украины Казахстан. Вся элита Казахстана, вся промосковская. То есть, начиная от Токаева, который заканчивал МГИМО, безусловно, сотрудничал с спецслужбами КГБ, да, самого Назарбаева, бывшего руководителя Компартии Казахстана еще из 80-х годов, как он мог вне контроля быть в Лубянке и Кремля как такового. Не говоря уже, какой-нибудь Масимов, которого в госизмене обвинили. Вы знаете, что он заканчивал институт КГБ в Москве в свое время. То есть, и он давний сотрудник спецслужб, еще советских. То есть, практически я не знаю, кто из этой элиты, неоказахской элиты, не был связан с Москвой. В Украине не так. Все-таки значительная ее часть – это элита, которая... Зеленский, что с него взять? Да, это человек, актер и вообще родовым образом не связанный исключительно с московским истеблишментом. В этом преимущество Украины, и поэтому в Украине представить себе, что кто-то из руководителей пригласит к себе войска иностранные для фактической оккупации, интервенции, сейчас абсолютно и совершенно невозможно. Янукович был последним из такого рода лиц. Сейчас в Украине таких я практически уже не вижу. Либо они под домашним арестом. Тем не менее, скажем так, вариация этого была в 2010 году, да, Харьковские соглашения, когда продлили пребывание Черноморского флота в Крыму. Это все было все-таки, понимаете как, это было, около Януковича, скажем так. Да. Мы еще можем это отнести туда. Вот. Но практически и до Януковича, и после Януковича представить себе, чтобы было обращение прямо-таки для подавления протестов, внутренних протестов. Конечно, там никаких террористов нет, там есть издержки этих протестов в виде всякого рода криминальных проявлений. Но пригласить к себе иностранные войска для того, чтобы подавлять внутренний протест, для этого нужно совершенно другую психологию иметь и другую ментальность национальную, я вот так скажу. По поводу Назарбаева, тут можно и поспорить, хотя он и может быть, конечно, тесно связан, и
Да. прошлым и настоящим, но... Безусловно, в меньшей степени, чем Такаев. Отдельный князь, который понимает, что такая интеграция с Россией для него и опасна. А вот его самого-то и нет. И мы, кстати, не знаем, что он, где он и как он вообще. Ну, смотрите, о слухах я тоже слышал, о том, что чуть ли он не умер там, и так далее. Ну, судить не берусь. Я не могу снять трубку и поговорить с ним самим. Да? Мог он умереть, мог не умереть. Честно говоря, выяснится, я думаю, скоро. Как бы. Понятно, что он из игры выключен. Он и его семья – это обширная совершенно семья. У них состояние за рубежами Казахстана 60 миллиардов долларов, по разным оценкам. Но это нормальные деньги, пожить можно, да? Значит, я думаю, что ему дадут возможность покинуть пределы и вывести семью и тех, кто находится под давлением, там, племянников и так далее, чтобы они покинули Казахстан и жили вне пределов его. Поэтому, что касается его самого, вы знаете, чтобы скопить это состояние, нельзя быть марионеткой. Он был человеком хитрым, изощренным, опытным, понимаете? Не по зубам даже был в этом смысле Путину. Его источник еще там, в советских временах, он из советской элиты, Горбачевской отчасти, да? И поэтому складывалось впечатление, что он какой-то такой более независимый, ну, такой бай, такой ордынский хан, который мог себе позволить фронту. Но вспомните Такаева. Его кандидатуру он возил несколько раз к Путину для согласования. Понимаете? Даже при транзите, вот в казахстанском варианте, вот эти 2 года назад с небольшим, когда это все происходило, без решения Москвы невозможно было произвести такую замену. Да? Она была чреватой. И вот результат такой замены, когда ты согласовываешь своего преемника, это тем более ты коррупционный царек, ты все равно попадаешь в еще большую зависимость от своего, значит, от своего хозяина, понимаете? Переходишь на вассальный уровень. И, к сожалению, Казахстан именно с этим и столкнулся, потому что кроме субъектности народа, который взялся за оружие, да, ну, можно сколько угодно спорить, насколько это все адайцы, так сказать, самостоятельно в своих проявлениях, есть ли там какие-то посторонние влияния, не это важно. Но если у тебя нет другого способа воспрепятствовать переходу из рук нынешней элиты власти только как приглашение иностранных интервентов, это многое говорит о твоем 30 с лишним летнем прошлом, 35-летнем Назарбаева. Значит, такой ты сделал эту страну, что другого способа сохранить свою власть у вас нет, кроме как пригласить иностранных интервентов. Понимаете? Ну вот получается такая опасная картина и для самого Путина, нет? Когда при внешней стабильности, когда вроде бы есть силы на спецслужбы, которые контролируют ситуацию в стране, любая вспышка, любая искра, точнее, может привести к такому пожару. Конечно, он сам об этом говорит. Или в России это не сработает? Нет, погодите. Здесь и да, и нет. Потому что вот он сегодня о чем говорил на встрече ОДКБ. Вот у вас картинка идет. Он говорил, мы, говорит, поставили заслон цветным революциям. Вы же говорите, это там террористы, еще кто-то. Это... Оказывается, цветные революции. Но это же природа совершенно другая. Сущность этой цветной революции другая. Это внутреннее возмущение, которое вызвано, собственно, действиями власти. Это никак не внешняя попытка навязать идеологическую или иную модель. И поэтому, естественно, что в России, безусловно, те же признаки присутствуют. Да? Посудите сами, в Казахстане, ну и в Беларуси, и в России элита находится в отсутствующей связи со своим народом. Народ не субъектен. В Казахстане он, кстати, повыше субъектности, как оказалось, но это в силу традиций и национальных причин. Там не все так просто, да? В России народ в принципе не субъектен политически, но это не значит, что для бунта, какой имел место изначально в Казахстане, не найдется источников. Потому что в России в известном смысле даже хуже ситуация. Даже хуже. Почему? Потому что нет традиционных связей. Там, видите, старший ЖУЗ, другой ЖУЗ там, и так далее, младший ЖУЗ. А в России же нету этой традиционной структуры. Она... пусть казахская структура архаична, но в ней есть старейшины, какие-то авторитеты. То есть сначала идеология. В России какая идеология-то? Все за кредиты, рассчитаться с кредитами. Вот вся идеология. Народ не имеет, он не осознает себя народом в России. Вот в чем беда его. Он никак не может осознать, что он неделимое коллективное целое. Это вопрос такой, знаете, исторический. Но в любом случае для бунта место есть всегда. Есть и традиции бунта в России.
Бунт, там, неважно, там, соляной, холерный, бунт, как в феврале 17-го, да, жен матерей, которые остались без кормильцев. Собственно, в этом была причина. Они воюют, а правительство о них не заботится. Конечно, когда у тебя сидит главой правительства при государе-императоре Николае Штюрмер, варюга из варюг. Вот чем кончилось все, соответственно, в 17-м. В России чем это отличается? Ну, напали они сейчас на Казахстан по существу, нападут на Украину. Они могут вызвать те же процессы, которые были в начале 20 века в России. Я бы этого тоже не исключал. А Беларусь уже поглотили, Казахстан уже свои щупальцы запустили. Да. Армения, судя по действиям Пашиняна, уже тоже, можно сказать, под контролем. Да? То есть, не только из-за Пашиняна, кстати, из-за войны в Карабахе в том числе. Потому что присутствие, вы видели, результатом этих замерений было... Вот войск, да. Все. Ну вот войск, они их ввели, границу ФСБ контролируют. Ну то есть Пашинян, получается, как-то сбросил маски или что, или поменялся, я не знаю, как это правильно назвать, но когда человек говорит, что нельзя выходить на протесты, это очень вредно, сам придя на волне протестов, выглядит как минимум нелогично и непонятно. Пашинян не оправдал никаких надежд, вообще никаких. Потому что сейчас, я не знаю, лучше это армянским каким-то экспертам рассказывать, ну или людям, которые погружены там. Но главный его тезис был, это борьба с коррупцией. Антикоррупционное такое выступление народа, которое по существу хотело перемен именно в этой части. Не геополитических перемен, да, сориентироваться на Америку и расплеваться с Россией. Это уже не звучало. Он же сам говорил в период протестов, сам Пашинян говорил о том, что нашего протеста в Армении нет геополитического измерения. А жизнь показывает, что оно-то и является главным, оно является определяющим. Тебя хочешь ты, не хочешь, втянут в эту орбиту криминальную. Но в случае с Пашиняном, поверьте мне, он органически чужой. Они его попользовали по полной, рано и поздно его выплюнут. Так устроена система на постсоветском пространстве. Ну, просто получается... Ну, может быть, внешняя видимость, да, что идея, геополитический проект Путина о воссоздании такого нового постсоветского пространства постепенно воплощается в жизнь. Точно так, но я вам скажу главную причину этого. Главная причина – это слабость Запада, а не сила Путина. Потому что ничего подобного бы не происходило, если бы у этого был поставлен достаточно твердый заслон вот этого самого коллективного Запада. Почему? Потому что это не значит, что Запад должен был вмешиваться там в какие-то постсоветские процессы. Нет. Он должен был распахнуть двери для тех, кто хочет из этого, в кавычках, рая убежать. В 2004 году кто мешал Меркель, которая отказала и была главным мотором отказа вступления в НАТО Грузии и Украины после всем известных так называемых цветных революций. Она же была противницей. Тогда не было территориальной проблемы ни у Грузии, ни у Украины. Но погодите, это что? Это сила или слабость? Да, возможно, было начать интеграционный процесс в евроатлантические структуры. Путин тогда еще был слаб. Система реанимировалась, КГБшная, да. Но тогда еще он не мог себе позволить войну в 2004 году. Эти процессы начались гораздо позже. Вот. Была же такая возможность. Она не была использована. Сейчас все зашло гораздо далеко, гораздо хуже. Когда угроза стоит не по советскому пространству, а в Восточной Европе. О чем они открыто заявляют сегодня на переговорах в Женеве, обсуждают, в частности, с Соединенными Штатами, договор, по которому фактически те должны демилитаризовать вместе с НАТО страны, которые попали после мая 1997 года в состав НАТО. Ну ничего себе. Это что, не угроза коллективной европейской безопасности? Ну понятно, что они отвергнут это все. Но погодите, вы сами довели до этого. Запад своей слабостью довел до этого. Аппетит агрессора просыпается, когда ему никто не препятствует. Понимаете? У него на столе слишком много блюд. Может, это слабая сила? То есть, когда там разными уговорами, увещеваниями, дипломатией в итоге добьются того, что хотят от России? Сейчас Запад тянет время. Он тянет время, он хочет, чтобы, знаете, ишак или падишах. Путин, если помрет, так и все вот так скажут. Ну, и, как говорится, слава богу. Когда он помрет, там, через 10 лет или завтра, никто не знает. Вот. А такое уже происходило со Сталиным. Ведь, собственно говоря, та же тактика была при Сталине. Уже с начавшейся холодной войной, после речи Черчилля в Фултоне, они только ждали, когда он умрет. И, в общем, они не прогадали. Сначала они дождались, когда умрет Сталин, а потом дождались, когда умрет СССР. Ничего такого они не делали для того, чтобы ускорить эти процессы. Разумеется.
В случае с Путиным они вернулись к схеме «дожидаемся смерти Сталина». Вот и все. Я думаю, что они ни о чем не договорятся. И Запад ни на какие уступки не пойдет существенные. Но предметом переговоров останется Украина. Украина – это краеугольный камень. Все остальное, в общем, как бы почти нереализуемо для Москвы. Мы сегодня слышим заявления наших политиков и чиновников о том, что принцип ни слова об Украине без Украины, он соблюдается. Сейчас же параллельно со встречей России и США проходит еще и саммит Украина-НАТО. И мы видим заверения Столтенберга о том, что про Украину не будет идти речь. По крайней мере, не будут идти на уступки по Украине. Вот в этом во всем процессе Россия что хочет на самом деле выиграть от переговоров? У нее есть план минимум и план максимум. План минимум – это окончательно вырвать Украину от коллективного этого Запада. Причем это не только вопросы ее неинтеграции евроатлантические структуры, европейские структуры. Это де-факто ее, такая федерализация. Да? Все-таки добиться автономии, опять же, ОРДЛО и так далее. А там уже расщеплять ее по кускам. Это задача минимум. Задача максимум – это создать такие условия, в принципе, в мире для Москвы, при которых она все время является стороной переговоров. Неважно, в треугольнике Россия, Китай, Вашингтон, в биполярном мире Вашингтон, Пекин, чтобы без нее вопросы не решались. Будь то касающиеся Восточной Европы, будь касающиеся Тайваня или касающиеся ситуации на Ближнем Востоке, Сирии, Афганистана и так далее, и так далее. Вот эта задача. Что она хочет посредством этого вернуть в конечном итоге? Она хочет вернуть статус сверхдержавы, но какой? На полюсе вместе с Пекином для того, чтобы защищать пространство несвободы. Поскольку совершенно очевидно, что на бывшем пространстве СССР за мелкими вычетами стран Балтии, Молдовы, Грузии, естественно, Украины, это все восточные деспотии, либо деспотии такого, знаете, цифрового века, 21-го, какую Россия себя представляет. Она такая гибридная. Там есть и место от восточной деспотии, от советской ригидной системы, от некого, я бы так его назвал, политического фаервола в 21 веке. Смотрите, как они с интернетом расправились. Вот так, раз-два. И нету у вас в Казахстане никакого интернета. Это признак того, что они отдают должное технологиям. Так вот, Россия в конечном итоге хочет вернуть себе, собственно, статус панрегиональной державы и выше того, статус мировой державы для того, чтобы контролировать как минимум свое пространство бывшего СССР. А лучше, если и Восточной Европы тоже. Но это уже опционально. Может быть, такой риторическо-философский вопрос. А у Путина была возможность создать сверхдержаву, державу, с которой вы считались, но демократическую? Ведь он же был безумно популярен. То есть, на самом деле, популярность его была выше всех, и конкурентов у него на выборах не было. В принципе, и возможность строить демократическую Россию это была, как мне кажется. А я считаю, что ее никогда не было. Нет? Возможности. Более того, спустя эти 22 года, я считаю, надо пересмотреть полностью отношение к Ельцину, ко всей этой России 90-х. Да, я был участником этих процессов, я был депутатом Государственной Думы, первый депутатом Государственной Думы, переходный в 93-95 годах. Я стоял во фракции «Выбор России», возглавляемой Гайдаром, в свое время самым молодым депутатом, кстати, был. Слава богу, дожил, мне сейчас 50, и я могу наблюдать за тем, что происходило тогда, и я могу сказать, что это печально. Потому что из-за того, что Ельциных и им подобных допустили до власти в 90-х, после событий августа 91-го, дали возможность им остаться, этим конструктивным силам партийным, мы получили Путиных. Понимаете? Это прямой органической связи находится. Поэтому заслуг там нет никаких демократизаций или чего-то еще. Путин никогда не собирался строить демократическую Россию. Не продолжать, потому что продолжением ельцинской России, я повторяю, является нынешняя постсоветская путинская Россия. Она ничем не отличается от 90-х. Она оттуда вышла. Просто мы неправильно 90-е оцениваем. Они в середине 90-х начали обратный процесс, ригидный. Они там, неважно, если детали вас интересуют, они вернули следственные функции ФСБ, например. Что было абсолютно противоестественно, потому что спецслужба не может
сама вести дела и сама заниматься оперативным сопровождением. Это маленькая деталь, там много было других. Там было Приднестровье, там много еще чего было. С Югославией они накосорезили. Но я вам хочу сказать, что, безусловно, Путин с самого начала собирался сделать то, что он сейчас делает. В голове у него было это. Он не мог решиться, он еще не знал. Он не был опытен, он не понимал, как эту систему огрубить. Да? Но шансов не было никаких. Это уже сейчас понятно. Не из-за Путина, а из-за Ельцина. Но ведь история показывает, что построение такого общества, такого государства, оно заканчивается как, например, в Казахстане. Там еще не закончилось, но тем не менее революциями, бунтами, сменой власти, нестабильностью. Это рухнет однозначно. Это рухнет однозначно. Это не может. Оно не жизнеспособно в принципе. Век империи прошел в 60-х годах 20 века, когда сами вот эти самые демократические метрополии, демократии им не откажут, что Британии, что Франции, что другим колониальным крупным державам, отчасти Голландии и так далее, у нее меньше было колоний. Но тем не менее, Испании, в конце концов, они сами сознательно отказались от колоний. Но это был болезненный процесс. Но они отказались, потому что век 20 уже, вторая половина, не предполагал существования вот этих колониальных держав. Это была огромная нагрузка, обуза, понимаете? Они от нее избавились, были счастливы строить потребительский мир. Вы нам продаете сырье, мы вам продаем товары. Россия же сейчас, втягиваясь, она содержит Беларусь. Теперь она будет содержать Казахстан. Это же логично, разворовать всю нефть и газ, которые там есть, а население содержать за счет налогоплательщиков в России. То же самое они хотят сделать и с другими пространствами. Та же Украина. Какой же стимул они будет так и делают в Крыму. Конечно. А что такое Крым? Это обычная военная база теперь. Это не туристический центр, это не какая-то особая рекреационная зона, это не большой морской порт. Это просто военная база, напичканная ракетами и солдатней. И поэтому содержать это все должен русский Ваня. Копаться, как землекоп или в шахте, в забое и добывать эти денежки несчастные для того, чтобы содержать вот это все. Империи всегда затратны, они никогда не доходны. В этом их особенность имманентная. И поэтому существовать в 21 веке такие колоссы не могут. Их можно создавать только насилием. И это Путин и делает. Добровольное объединение типа ЕС. Туда хочешь входи, хочешь выходи. Вон Британия вышла, и никто над ней не издевался и танки не посылал. Да? Не говоря уже о том, что как себя ведут страны, участвующие в Европейском Союзе, могут себе позволить любую фронту. И что-то я не видел, что в Венгрию, в Будапешт, как бы к нему ни относились, не посылали бы танки, как это сделали в свое время в 1956 году Хрущев, понимаете, чтобы заставить делать то, что нравится Брюсселю. Что-то мы такого не видели. Поэтому это не империя, это совершенно другое образование, тоже не слишком стабильное. Но в отличие от империи, которую строит, возобновляет Путин, оно куда более стабильное и долгосрочное. Спасибо, что подключились к разговору. Будем надеяться, что изменение, скажем так, или крушение этой империи еще может произойти на наших глазах. И мы сможем дождаться дай бог. Режима, по крайней мере, путинского. И мы сможем дождаться и деоккупации, возвращения Крыма. Наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю Марка Фейгина, российского публициста и общественного деятеля, за то, что был с нами на связи. Мое время в эфире подошло к концу, и прежде чем передать слово Гульсум Халиловой, я напомню про наш YouTube, на который вы всегда можете подписаться, чтобы нас поддержать и смотреть в удобное для вас время, а еще помочь нам продвигать наш канал, потому что чем больше ваших просмотров и ваших лайков, тем канал виднее, и значит, что его могут легче увидеть и найти в оккупированном Крыму. А на сегодняшний день наш канал – это единственный источник информации, это YouTube, по которому мы можем связываться с нашими телезрителями и доносить информацию до жителей оккупированного Крыма, потому что спутниковое вещание у нас отключено. И поддержите нас на Patreon, потому что ваша поддержка нам всегда очень важна, а мы всегда готовы работать для того, чтобы вы могли нас смотреть и доверять. Спасибо вам и за это, за то, что доверяете и смотрите.